Президент Абхазии Бадра Гунба провел заседание оргкомитета, посвященное подведению итогов Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». Обсуждались итоги и анализ результатов форума, формирование поручений Кабинету министров и органам власти Республики Абхазия по реализации договоренностей, достигнутых на площадках форума, а также по сопровождению инвестиционных проектов. Президент в своем выступлении сказал: Нам понадобилось определенное время для того, чтобы собрать итоговые документы, проанализировать. И, конечно же, с учетом того масштабного события прошедшего, мы можем с уверенностью сказать, что подобного форума с такими масштабами не было прежде никогда. Форум собрал более 500 участников из разных стран, в том числе это и наши соотечественники, наши предприниматели, представители бизнес-сообщества, представители Российской Федерации, Южной Осетии, были представители Таджикистана, Армении и ряда других стран. Считаю, что это беспрецедентно широкое представительство экономических кругов, бизнес-сообщества, научного, экспертного сообщества, политиков на данном форуме. Это возможность продемонстрировать условия, которые создает Абхазия, и то, к чему мы движемся. Конечно же, одна из представительных делегаций была делегация Российской Федерации во главе с Сергеем Владимировичем Кириенко. Вы знаете, что руководители 15 регионов субъектов Российской Федерации принимали участие в данном форуме, руководители федеральных ведомств, министерств, вице-премьер российского правительства. Это как раз таки говорит о том, что потенциал у нашей страны есть, интерес к нашей стране проявляется, и мы должны воспользоваться всеми теми преимуществами, которыми мы обладаем. Общий объем подписанных соглашений между представителями бизнес-сообщества, между представителями государственных структур – это почти около 100 миллиардов рублей. Я обратил внимание на то, что в рамках общественных дискуссий разгорелись разного рода, споры, кому эти деньги достанутся, в каком виде они прибудут в Абхазию. Уважаемые коллеги, давайте еще раз сакцентируем внимание на том, что это возможности, которые должны быть использованы нашими, в том числе представителями бизнес-сообщества. Никто никому никаких средств не дарит. Это должно быть очевидно. Это возможности, которые мы создаем для привлечения этих инвестиций в рамках подписанных соглашений. Есть вопросы, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, есть проекты, связанные со строительством государственных образовательных учреждений, и более 30 соглашений. Это как раз таки фундамент создания базы для потенциального привлечения инвестиций в нашу экономику. Новые предприятия, это новая налогооблагаемая база, это создание рабочих мест, на что мы очень надеемся. Как я сказал ранее, в рамках нашего инвестиционного форума подписано более 30 соглашений, включая 7 меморандумов с регионами Российской Федерации и 19 прямых контрактов между представителями бизнес-сообщества. Также считаю ключевым важным решением и подписание соглашения о долгосрочном взаимодействии между Министерством энергетики Республики Абхазия и Министерством энергетики Российской Федерации. Это дополнительная возможность оперативно реагировать на сложности, которые возникают у нас в рамках энергетической отрасли. Знаете, что у нас прорабатываются механизмы для прямого выхода абхазских производителей на российский рынок. И как раз-таки в рамках данного форума подписаны соглашения, которые позволят некоторым из наших товаропроизводителей попасть и на маркетплейсы, и в торговые сети
Российской Федерации. Это тоже очень важное и ключевое направление. Одним из важных решений, принятых в рамках экономического форума, это также расширение географии полетов с Сухумского международного аэропорта в ряд регионов Российской Федерации. Этот вопрос требует дополнительной доработки и обязательной ее реализации. Одним из главных направлений, конечно же, в рамках наших возможностей, это вопросы, связанные с расширением туристической деятельности. Были подписаны соглашения между представителями туристической индустрии, туроператорами Российской Федерации. Знаем, что в рамках нашего международного экономического форума у нас побывали представители туристической индустрии Республики Армения. Считаю, что важной составной частью этого форума как раз-таки является туризм. Нам необходимо создать благоприятные условия для расширения сезонности, туристической активности. И, конечно же, ключевая отрасль экономики требует в том числе особое отношение. Прошу, уважаемые коллеги, обратить на это внимание. В рамках Года села очень важным форматом встреч стал с представителями российских структур. Это Россельхозцентром. На площадках экономического форума обсуждались возможности реализации совместных проектов. Считаю, что надо также максимально уделить внимание реализации проектов сельхозотрасли, вообще в целом аграрной промышленности. Уважаемые коллеги, в рамках экономического форума у нас обсуждались ряд других ключевых направлений, на которых мы отдельно остановимся. Я надеюсь сегодня услышать в рамках докладов руководителей министерств, ведомств о тех направлениях, которые реализовываются. Мы, по сути, должны перейти к такой системной работе. Нам этот форум был необходим не для каких-то показных вещей. Нам этот форум необходим для реализации прикладных вещей, для того, чтобы все, о чем мы говорили, все то, что мы подписали в рамках экономического форума, имело свое логическое продолжение. И эти документы должны в итоге, Владимир Владимирович, перейти в документ в рамках поручений, которые мы в своей работе берем за основу по итогам этого экономического форума. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз акцентирую ваше внимание на необходимости продолжения подведения итогов этого форума и реализации тех запланированных мероприятий. Со своей стороны благодарю оргкомитет. Считаю, что экономический форум был проведен очень достойно. С докладами о результатах работы и планах по реализации достигнутых договоренностей выступили руководители ведомств. Премьер-министр Владимир Делба выступил с кратким обзором основных тем и направлений, обсуждавшихся в рамках деловой программы. Уважаемый Владимир Зурович, уважаемые коллеги, эти 3 дня форума стали хорошей возможностью у нас здесь в республике обсудить важнейшие направления социально-экономического развития нашей страны. Интерес к форуму был достаточно высокий, мы это все наблюдали, об этом говорили эксперты. Безусловно, интерес связан с тем, что были затронуты главные и приоритетные темы на форумах. Поэтому деловая программа форума именно так и была выстроена, чтобы охватить максимум основных направлений, которые по вашему поручению мы сегодня ведем, среди которых, безусловно, как уже было отмечено вами, это развитие основных направлений экономики, основных отраслей экономики. Это сельское хозяйство, безусловно, туризм и новая составляющая для нас сегодня с учетом обстоятельств, это, конечно, транспортная инфраструктура, транспортно-логистические связи.
В деловой программе форума были проведены 6 круглых столов. Осуществление государственной поддержки в целях первый стол, на котором участвовал я и вице-премьер Джансух Эдуардович, наши коллеги из Российской Федерации. Осуществление господдержки в целях развития инвестиционной деятельности. Было охвачено, на наш взгляд, очень важное направление, которым мы занимаемся. Это, безусловно, предоставление средств для развития экономики, в том числе через меры государственной поддержки, через институты развития, льготные кредиты. Льготные кредиты банков – это новый инструмент в нашей действительности. Мы сейчас занимаемся подготовкой нормативных документов, когда абхазские кредитные организации тоже вовлекаются в предоставление кредитов через субсидирование. Это так называемое вместе соучастие всех наших возможностей на территории Республики Абхазия, имею в виду финансовых возможностей, экономических, и с участием, безусловно, поддержки Российской Федерации. Бюджетные инвестиции в государственную инфраструктуру для развития предпринимательской деятельности, поддержка малого и среднего предпринимательства. Об этом очень часто мы говорим, и поэтому считаю, что малое и среднее предпринимательство, как это практикуется, как показывает международный опыт, российский прежде всего, это основа развития экономики, основа благосостояния и развития страны. Поэтому этому направлению уделяется особое внимание. И мы предметно как раз обсуждали, чем же может здесь поддержать государство, какие меры поддержки осуществляет государство. И то, что мы сегодня делаем, Бадр Зуравович, это является логическим завершением того, что было изложено в ваших поручениях правительству и, соответственно, в послании Народному собранию. Очень рассчитываем, что реализация и программы поддержки субъектов малого предпринимательства и льготное кредитование точно дадут новые экономические показатели. Для нас очень символично было говорить о темпе роста валового внутреннего продукта, показателя основного. Год к году мы сравнивали, 25 к 24 плюс 30%. Это, конечно, замечательно, такой рост, просто замечательно. Но дело в том, что если вовнутрь посмотреть, то там, конечно, большая часть зависит все-таки от инвестиций. В этот период активно осваивались инвестиции по одному из самому главному инфраструктурному проекту, это аэропорт. Это как раз хороший звонок и хорошие предпосылки, что может сделать один проект, один масштабный проект для развития страны. Мы каскадом получили новые экономические показатели, как и бюджетные получили, особенно территории, в Гуль-Рипском районе. Вы тоже, находясь в районе, об этом отмечали. Сразу же точка притяжения, чуть ли не в 1,5 раза рост доходов бюджета и новые условия, новые возможности появляются. Поэтому, безусловно, как инфраструктурные проекты, так и сопутствующие им развитие бизнеса должно способствовать развитию экономики. Мы очень на это рассчитываем, но по-другому просто быть не может. Единственное, что нам сейчас не ошибиться надо во всем в этом. Слава Богу, у нас есть совместные усилия, которые мы прилагаем с нашими коллегами. Думаю, что все получится. Есть примеры, бизнес не бывает не рискованный, но есть хорошие примеры, когда риски можно минимизировать и даже вообще их исключить. Развитие туризма новых видов, увеличение объемов туристических потоков в зимний период времени, развитие туристической деятельности в Восточной Абхазии. Тоже основная сегодня наша повестка, направление. Хочу заметить, во время визита министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова мы как раз обсуждали тематику, чтобы снижать экономические потери, чтобы мы наращивали темпы роста в экономике, двигаться с востока на запад. В том числе поддерживая, еще раз повторюсь, вернусь к нему, к самому крупному инфраструктурному проекту. И об этом сейчас мы часто говорим. Взят курс именно по такой траектории. Очень рассчитываем, что наша восточная часть тоже получит хороший, как говорится,
импульс развития, и там тоже будет хороший потенциал. Прежде всего нам нужны рабочие места, создание рабочих мест, чтобы народ был занят, чтобы снижалась, значит, безработица, вот, и, разумеется, рост доходов населения. Вот ключевые позиции, на которых мы сегодня должны опираться. Развитие транспортной инфраструктуры в целях обеспечения необходимых условий для развития других отраслей экономики, в том числе в сферах перевозки пассажиров авиационным, железнодорожным, морским, автомобильными видами транспорта, развитие грузоперевозок. В части транзита я хотел бы особо подчеркнуть, что по итогам форума между Министерством экономики и связались представители СМИ Республики Армения, и комментарий дал, отражающий отношение нашей страны к транзиту через нашу республику. Мы аргументированно, значит, объяснили, какие у нас возможности, какие у нас правовой режим прежде всего, да, как работает в этой сфере наше законодательство с использованием морского и железнодорожного транспорта. Важнейшее направление развития сельскохозяйственной отрасли по объявленному вами году села 26-му, это особым направлением идет и в работе правительства, и в работе местных органов управления, и на форуме это особо было выделено. Год села, развитие сельскохозяйственной отрасли, год села не как только сельского хозяйства, ну и, соответственно, развитие сельских территорий. Там очень много инструментов. Мы уже по вашему поручению стали применять, в том числе предоставление отдельных преференций, мер социальной поддержки отдельным категориям, значит, работников, которые трудятся на селе. И это правильно, на наш взгляд, что оно работает сегодня. Мы начали с поручения вашего о предоставлении льгот по оплате за электроэнергию. Вторично идет сейчас, у нас разрабатывается, проходит согласование проект «Сельский учитель», и там тоже будет преференция, соответственно. Вот мы хотим, помимо, как говорится, монетизации, предоставить еще натуральные блага, тоже те, которыми государство располагает, ну, к примеру, в качестве предоставления бесплатного обучения для лиц, которые, значит, имеют детей и живут в селе, обучение в высших учебных заведениях, ну, чтобы гарантия какая-то была в этом смысле. Тоже полагаю, что она найдет поддержку среди наших коллег. Помимо принятых решений об осуществлении господдержки, ведется работа с Минсельхозом России по созданию в республике лабораторных мощностей, которые упростят для абхазских производителей процедуру оформления документов, связанных с экспортом из Абхазии и импорт в Россию такой продукции. Важнейшее направление, Бада Журович, это ваше обращение, ваша просьба, ваша поддержка, и нашло отражение, понимание у наших друзей, коллег Российской Федерации. Мы знаем о том, что сейчас еще более активнее в этом направлении ведется работа. Там с уполномоченными органами, с госстандартами, с ветеринарной службой. А на полях форума было подписано между СЭС республики, да, и, значит, руководителем Роспотребнадзора, да, Попов. Вот. Совершенно новое явление у нас, но оно быстро нашло интерес, как говорится, проявляют широкий интерес к этому и вовлекаются все больше и больше людей. Это время такое, и это правильно, креативной индустрии, вот, креативная экономика. Вот, в рамках круглого стола с участием российских коллег прошло подписание ряда документов на межведомственно, а также между организациями. Ну, само направление затрагивает вопросы производства видеопродукции, дизайн, как архитектурный, так и дизайн рекламы, упаковки для товаров, возможно, проработка новых механизмов, продвижение абхазской продукции, в том числе на российском рынке товаров и услуг. Вот. Минкультом ведется работа по созданию выставки, действующей в курортный сезон, что позволит нашим ремесленникам реализовывать свою продукцию, развиваться в будущем, а для гостей это станет еще одним способом познакомиться с абхазской культурой. Здесь направление, здесь, по-моему, мы границ никогда не увидим. Это очень хорошо там работать и работать в этом плане. Я встречался с представителями этого направления, этой индустрии. Там очень большой потенциал, очень большой. И нам хотелось бы, чтобы мы, конечно, тоже получили достаточный опыт. И коллеги наши
с удовольствием им поделятся. Вот это что касается круглых столов и основные направления, которые рассматривались в повестке круглых столов. Во время проведения форума, значит, состоялась встреча сопредседателей межправкомиссии, как с российской, так и с абхазской стороны. Проработали важные вопросы социально-экономического сотрудничества нашего, торгово-экономического. Проработали вопросы по направлению энергетическому, тоже очень важный аспект. Вот мы по вашему поручению здесь особо на это обращаем внимание. Нам удалось пройти сложный период зимний, но это абсолютно не говорит, что он закончился. Мы к нему обратно должны быть подготовлены, безусловно, и надежно подготовлены, и в том числе и реализация программы по установке приборов учета, повышение собираемости, ну и многие другие аспекты, которые должны дать положительный эффект. Кстати, по энергетике хотел сказать, что используя вот такой подход, как в прошлом году, мы сэкономили средства, в том числе на покрытие энергодефицита, что позволило нам несколько раз в течение года повысить социальные расходы. Вот это тоже важный аспект. Меры, которые предпринимаются, эти средства дают хороший импульс, то есть они обратно идут к людям. Вот. И хотелось бы, чтобы мы с этого пути не отступали и вот так дальше двигались. Наши коллеги в этом полностью нас поддерживают, обратили внимание, что есть темпы роста собираемости. Вот. Ну, еще, конечно, там потенциала много, но все равно ситуация меняется. Важнейший документ был подписан сопредседателями, это порядок и условия отбора по льготному кредитованию. Мы сразу обратили внимание, что одним названием здесь мы, разумеется, не могли обойтись, надо было дать широкий комментарий. Министр экономики дал интервью об этом. Но мне кажется, Бадр Зуравович, мы регулярно будем об этом напоминать, да, потому что это такой системный подход должен быть. Там каждый день это деньги. Это деньги заемные, с учетом процентного обслуживания этих средств. Поэтому такую себе задачу поставили, что будем регулярно информировать предпринимателей, общество потенциальных, заявителей. По вашему поручению на начале следующей недели у нас планируется встреча с предпринимателями, с бизнес-сообществом, с деловыми кругами, повстречаться, обсудить ситуацию, обсудить возможности еще более тесного сближения между властью и бизнесом. Возможно, будут нам предложены механизмы, инструменты для того, чтобы более эффективнее управлять экономикой. В том числе, наверное, через законодательные инициативы, которые лягут в основу принятия решения правительства. Очень надеюсь, что эта встреча пройдет на таком достаточно деловом, комфортном уровне, что потом еще раз нам позволит. Мы обязательно затронем и итоги деятельности форума. То, о чем мы сегодня сказали, что ничего не должно оставаться так, как декларация, как трафарет не должно остаться. Надо туда внедряться, надо этим заниматься. Поэтому мы полностью здесь в этом смысле готовы к тому, что поручения будут сформулированы, соответственно, по отраслевым направлениям начнем вырабатывать механизмы. В бюрократию мы точно не собираемся уходить, это не тот случай сейчас, не для этого. Нам нужны действенные шаги, которые точно должны менять ситуацию каждый день к лучшему. Министр экономики Теймураз Микваби представил экономический анализ итогов форума и обозначил приоритетные инвестиционные направления. Уважаемый Бадр Зурабович, как уже сказал Владимир Валерьевич, на форуме был подписан порядок отбора проектов для льготного кредитования российскими банками. У нас на текущий момент уже ведется прием заявок. По состоянию на утро сегодня получена 1 заявка, и по нашей информации не менее 5 заявок в высокой стадии готовности, ожидаем их получения
в течение апреля, может быть, начала мая дорабатываются проекты. А также на форуме было подписано трехстороннее соглашение между Министерством экономики, Российским экспортным центром и абхазской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Золотой берег», которые планируют реализовать в республике, а именно в Очимчирском районе, проект по переработке сельскохозяйственных культур. Самим заявителем, инициатором проекта уже проведена довольно большая работа по согласованию с Российским экспортным центром и условий реализации инвестиционного проекта, и также проработан потенциальный рынок сбыта товаров на территории Российской Федерации, в связи с чем Российский экспортный центр согласился на полях форума подписать соглашение о намерениях, и мы ожидаем в течение текущего года подписание кредитного договора, в рамках которого начнется реализация этого проекта. Он разделен на несколько этапов. Этап номер 1 подразумевает финансирование заемное в объеме чуть менее 800 миллионов рублей. Это средства, которые будут Российской Федерации, в данном случае Российским экспортным центром, доведены до абхазского инвестора, и, соответственно, под постоянным контролем начнется реализация этого проекта. А еще один прикладной документ, который был подписан на полях форума, от которого мы ожидаем в ближайшее время реальные изменения, это соглашение между Министерством экономики Республики Абхазия и российской организацией «Росагролизинг» о намерениях по сотрудничеству по предоставлению в Республику Абхазия различных видов оборудования и техники в рамках того же лизинга, который реализуется в Российской Федерации. Эта работа по вашему поручению ведется уже некоторое время Джансухом Эдуардовичем. Мы дополнительно с коллегами из Минэкономразвития России со следующей недели планируем обсудить возможные корректировки в закон о лизинге, который был принят 2 года назад, потому что коллеги говорят, что для правильной работы необходимо внести небольшие уточнения. Планируем к этой работе помимо Росагролизинга и Минэкономразвития, наверное, подключить еще и Минсельхоз России для того, чтобы во взаимодействии подготовить документ, который в первую очередь будет устраивать абхазскую сторону, абхазских предпринимателей, потенциальных пользователей этих услуг, и также наших коллег для того, чтобы этот документ начал на самом деле реализовываться, а не остался в подписанном виде на полке. Это вот основные 3 документа, которые были подписаны на форуме и по которым на текущий момент уже осуществляется практическая реализация. Хорошо. Что у нас с представителями бизнес-сообщества, чьи товары и продукция может появиться на прилавках российских сетей? Такая работа ведется совместно с Минэкономразвития России и госкомпанией «Кавказ.РФ». Также в рамках форума, наш форум посетили представители российских торговых сетей. Для них было организовано посещение наших производителей. К ним относятся, мы информацию регулярно направляли по Сухумскому пивоваренному заводу, по заводу по производству тихих вин Ачпа-Яшта в селе Лабра, Шато Абхаз, Гагарский район, и также Гудаутский завод «Кристалл», расположенный в Гудаутском районе. Была еще направлена информация по другим предпринимателям, у которых, часть из которых уже имеет разрешение на экспорт в Российскую Федерацию, в том числе 3 производителя компотов. Вот из тех, кого я перечислил, большая часть их продукции – это алкогольная продукция, но также есть и безалкогольные напитки. Прорабатываем весь этот перечень. Хорошо, спасибо. В рамках экономического форума обсуждался проект реализации горнолыжного кластера. Андрей Зурович, на текущий момент мы сегодня направили в адрес Кавказ.РФ информацию по земельным участкам, которые мы запрашивали, для того, чтобы в дальнейшем прорабатывать проект. Также в рамках участия абхазской делегации на Кавказском инвестиционном форуме у нас уже завершается разработка макета на стену для того, чтобы презентовать большое изображение этого макета размером 3:8. И впоследствии будем продолжать с Кавказ.РФ прорабатывать и вопросы инфраструктуры, потому что там есть ряд ограничений. Это отсутствие автомобильных дорог, в некоторых местах отсутствие энергоснабжения, отсутствие канализации. По водоснабжению тоже есть вопросы, но это комплексная работа, которую мы планируем с Кавказ.РФ начать реализовывать. Вот, пообщавшись на полях Кавказского инвестиционного форума, они уже предложили такую встречу, чтобы более подробно пройти по презентации, которую они вам представляют.
Министр туризма Астам Урлогу оценил деловую среду и озвучил предложения по улучшению инвестиционного климата в отрасли. В первую очередь, наверное, расскажу о том, с какими организациями и корпорациями удалось заключить соглашение. Вы только говорили о корпорации «Кавказ-РФ». Как раз там обсуждалась не только горно-южная часть, но и особые экономические зоны, куда можно привлечь инвестиции. Это прибрежная или предгорная часть, восточной части Абхазии. Сейчас в каких-то участках уже слышим, которые готовы разговаривать, которым интересно участвовать в такой программе. Ну, на контакте, на связи. Более того, безусловно, надо сказать большое спасибо российским коллегам за поддержку проекта по глэмпингу, по модульным домам. Есть уже предложения с нашей стороны абхазской, их не так много, но они есть. И я надеюсь, что в ближайшее время, благодаря в том числе программе льготного кредитования, может быть, предложений появится больше. Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа сообщил о начале реализации 4 соглашений, подписанных с подведомственными организациями Минсельхоза России. Он подчеркнул, что итоги форума открывают возможности для решения важных вопросов развития аграрной сферы Абхазии. Уважаемый Бадрат Зурабович, уважаемые коллеги, я, конечно, первым долгом благодарен вам за организацию такого масштабного экономического форума, который нам открыл большие двери именно нашим коллегам Министерства сельского хозяйства. Практически там участвовали все федеральные бюджетные организации при Министерстве сельского хозяйства. Это Россельхозцентр, как вы заметили, Росагрохимия, это ФБО, животноводство, головной центр, Щелоков, Агрохим. Одним словом, мы вот в рамках форума, в рамках и круглого стола были предложены и нашей, и российской стороной 4 соглашения подписаны. И практически вот в пятницу люди уехали после форума, суббота, воскресенье, выходной, а в понедельник уже выходили с инициативами именно по решению вопросов, связанных с этим соглашением. Мы получим уже конечный результат, подписанный главами сел, о полученной продукции именно по этой линии. То есть это уже освобождает даже с этой программы более 10 миллионов, которые пойдут на остальные программы, которые на звучание. Вот эти 4 соглашения, практически, которые уже имеют нашей стороны. Больше всего хотел бы заметить, что не меньше инициативы проявляет именно российская сторона для того, чтобы исполнить все пункты этих соглашений. Министр культуры Дауркова подвел итоги мероприятий, прошедших в рамках форума, и отметил потенциал форума для развития креативной экономики. В рамках форума было подписано ряд соглашений. Соглашение было подписано с Министерством экономического развития непосредственно в сфере, в части развития креативной экономики в стране. Министерства были подписаны между общественными организациями, с Институтом развития интернета, также и с Минкультом было подписано соглашение с башкирской организацией «Гидель», которая занимается ремеслом и народным промыслом. Договорились на сегодняшний день, у нас идет работа, мы составляем совместно протокол по итогам работы круглого стола, и в ближайшей перспективе, я планирую, где-то в мае месяце мы проведем очередную встречу, которая пройдет в Абхазии. Это будет рабочая встреча, которая направлена уже на выработку конкретных предложений по сотрудничеству. И также будем планировать, скорее всего, ориентировочно на сентябрь-октябрь месяц проведение креативной недели в Республике Абхазия. Это то предложение, которое было озвучено и было поддержано вице-премьером Российской Федерации на итоговом форуме. В целом я оцениваю именно работу круглого нашего стола очень хорошо, потому как у нас есть реальные предложения, которые будут внедрены и задействованы на территории. Руководитель администрации президента Беслан Эшба отметил слаженную работу всех подразделений администрации президента в ходе организации форума и их эффективное взаимодействие с Кабинетом министров. Также Эшба подчеркнул, что администрация президента продолжит взаимодействие с Кабинетом министров по всем направлениям реализации достигнутых договоренностей. Уважаемый Бадрат Зурабович, уважаемые коллеги,
администрации президента было поручено во взаимодействии с оргкомитетом провести данный форум. Могу вам доложить, Булат Тураевич, что все запланированные мероприятия оргкомитетом были проведены без срывов. А в некотором смысле даже они затягивались ввиду того, что был проявлен высокий интерес. В основных темах, поднятых на данном форуме, уже оргкомитет доложил. Хотел бы заострить внимание, с вашего разрешения, о том, что те договоренности, которые были достигнуты на круглых столах, подписанные соглашения, меморандумы, просим вас в администрацию президента представить справочные материалы. В завершении совещания президент Баадрагунба подчеркнул: Хочу поблагодарить, уважаемые коллеги, комитет, всех тех, кто был задействован в рамках реализации этого очень важного масштабного проекта Абхазского международного экономического форума. Действительно, это стало такой, несмотря на то, что это первый раз, но площадкой, авторитетной площадкой, где была возможность встретиться представителям органов государственной власти, бизнеса, научного сообщества, экспертного сообщества. Надеюсь, что мы эту площадку сделаем ежегодной площадкой, где мы будем демонстрировать возможности нашей страны. Я бы хотел отметить следующий. Главный критерий власти, уважаемые коллеги, нашей с вами эффективности, это, конечно же, не отчеты в цифрах, это не отчеты, в рамках подписанных соглашений, это реальная работа. То, что может принести улучшение реального качества жизни граждан нашей страны. Поэтому мы все должны сакцентировать свое внимание на реальных шагах, подкрепленных уже серьезными и финансовыми, и административными, и управленческими решениями. Все те соглашения, которые были подписаны в рамках данного экономического форума, должны найти свое реальное отражение, не остаться на бумаге и на документах, а реальное подтверждение и реальную погруженность в эти направления. Поэтому, уважаемые коллеги, призываю вас, каждого, лично сопровождать и лично контролировать ход реализации тех договоренностей, тех подписанных соглашений. И все это в виде отчетов направлять в администрацию президента для постоянного контроля за реализацией достигнутых соглашений. Владимир Владимирович, я вас прошу по итогам экономического форума дать поручение министерствам и ведомствам об осуществлении ежемесячного контроля за исполнением, за ходом реализации тех достигнутых соглашений.